Атчабыш. К национальным скачкам относятся скачки лошадей на дальние дистанции и забег иноходцев. Национальные скачки подразделяются на виды в зависимости от возраста лошади и дистанции. Кунанчабыш. Скачка лошадей от 2 до 3 лет. Дистанция от 5000 метров до 6000 метров весной, до 12 тысяч метров в конце скакового сезона. Атчабыш, Аламанбайге. Скачка для лошадей всех возрастов на длинную дистанцию. Дистанция от 13 тысяч метров весной до 27 тысяч метров в конце скакового сезона. Джорго-Салыш. Забег иноходцев всех возрастов. Дистанция от 7 тысяч метров весной и до 11 тысяч метров в конце скакового сезона. К скачке допускаются лошади независимо от их породной принадлежности. Возраст лошади проверяется комиссионно по зубам перед началом скачки. Лошадь, не соответствующая по возрасту для данной скачки, не допускается к соревнованиям. В национальных скачках могут участвовать лица, не имеющие квалификацию жокея, но обладающие практическими навыками верховой езды, владеющие знаниями настоящих правил. Минимальный возраст жокея – наездника 12 лет, минимальный вес жокея – 25 кг. Ответственность за здоровье жокея наездника во время соревнований несет владелец лошади, на которой скачет жокей, и ее тренер. Правила старта. Старт скачек производится с места не менее 30 метров от стартового столба. Если необходимого уравнения не достигнуто и стартер не опустил флаг, а участники пересекли линию старта, фальстарт, то участники возвращаются на исходную позицию. Все участники должны соблюдать правила старта и беспрекословно подчиняться указаниям стартеров. Скачка считается начавшейся после команды стартера и сигнала главной судьи в момент пересечения первой лошадью линии старта. Если, по мнению судьи или стартера, лошадь не подчиняется жокею, что может привести к несчастному случаю или травмам, то она отстраняется от участия в данной скачке. Правила в забеге иноходцев. Переход лошади с рыси на галоп, если при этом она сделала больше 3 скачков, учитывается как сбой. До 3 скачков расценивается как перехват и не учитывается. Проскачка признается в тех случаях, когда лошадь делает 14 скачков для всех возрастов. Лошадь сразу снимается со скачек. Под неправильной иноходью понимается явное нарушение двухтактного ритма или синхронного движения конечностей на иноходе. Неправильный ход признается у лошадей в случаях, когда она бежит рысью или любым видом неправильной рыси, или шагом. Снимается со скачки, если делать больше 14 скачков. Лошадь, даже прошедшая дистанцию без нарушений, но пришедшая на линию финиша, галопом или неправильным ходом дисквалифицируется, то есть лишается права на получение призового или зачетного места в данном заезде. Правила во время скачки. На дистанции наезднику жокея разрешается менять направление, опередив сзади идущих лошадей не менее чем на 3 корпуса. При выходе на финишную прямую наездники жокеи первой шеренги должны строго держаться взятого направления и не мешать возможности их объезда как справа, так и слева. Разрешается посылать лошадь хлыстом, то есть камчой, только ударами по крупу, не размахивая им по сторонам и не касаясь других участников соревнований. Запрещается жестокое бессмысленное применение хлыста. Длина хлыста не должна превышать 125 сантиметров. Запрещается размахивать хлыстом перед чужой лошадью и ударя по чужой лошади. За это нарушение лошадь лишается призового места. Наездник за первое нарушение получает предупреждение, за второе нарушение дисквалифицируется на 2 скачки, за третье нарушение дисквалифицируется до конца сезона. После прохождения финишного столба пользоваться хлыстом категорически запрещается. Если в одном заезде участвуют 2 участника одного и того же трен-отделения или одного коневладельца, и один из них недозволенными приемами препятствует одержать победу или занять призовое место участнику другого трен-отделения или коневладельца, то оба участника этого трен-отделения или выступающие за одного коневладельца лишаются призовых мест. Если участник создал помеху одному или нескольким участникам, и эта помеха судейской коллегии признана неумышленной, то при распределении мест этот участник отодвигается на место позади лошадей, которым он помешал, но остается впереди лошадей, на которых эта помеха не повлияла. Если помеха, созданная участником, признана судейской коллегией умышленной, и этот участник улучшил свое положение по скачке, то он лишается призового места. Если лошадь финишировала не по призовой дорожке, а за ее пределами, то она лишается призового места. Если помогала другая лошадь, не участвующая в соревнованиях, то она лишается с призового места. К нарушениям правил езды в скачках относятся: нестремление к победе или занятию призового места, пассивная езда. Судейская коллегия имеет право остановить скачку и объявить скачку несостоявшейся. Изменение направления по дорожке без опережения следующих сзади участников менее чем на 3 корпуса. Отвод другой лошади вправо и влево. Езда зигзагами, мешающая другим участникам. Зажатие между 2 лошадьми третьей.
Резкое снижение темпа бега, мешающее едущим сзади участникам. Оказание помощи другим участникам для улучшения положения по ходу заезда. Нарушение стартового распорядка. Неправильное пользование хлыстом. Неправильное управление лошадью на сбою. Крики наездников, мешающие испытаниям. Ответственность за нарушение. За нарушение правил испытания тренеры и наездники, участвующие в проведении испытаний лошадей, несут ответственность в установленном правилами порядке. Нарушения классифицируются как по виду конкретных запрещенных действий, так и по степени тяжести. Незначительные. Нарушения, которые не отражаются на результатах скачки, не представляют опасности для ее участников, не наносят ущерба ни самому нарушителю или его лошади, ни другим участникам, ни ипподрому и посетителям, однако мешающие проведению скачек в соответствии с правилами. Грубые. Это нарушения, которые существенно отражаются на результатах скачки, представляют опасность для ее участников или наносят ущерб самому нарушителю или его лошади, а также другим участникам или ипподрому или посетителям. К грубым нарушениям относится кроссинг, применение хлыста к другой лошади или участнику, отвод другой лошади. Контроль за выполнением правил во время соревнований и применение к нарушителям мер воздействия и наказания осуществляет судейская коллегия соревнований. Судейская коллегия соревнований имеет право применять следующие меры воздействия за нарушение правил. За незначительные нарушения – устные замечания, предупреждения или строгие предупреждения. За грубые нарушения – лошадь, лишение призового места, дисквалификация жокея-наездника на владельца и тренера, может налагаться штраф. Судейская коллегия также имеет право выносить наказание в виде предупреждения жокеям и тренерам за действия, не упомянутые в правилах, но противоречащие спортивному духу и морально-нравственным принципам соревнований. За намеренное травмирование лошадей, нанесение телесных повреждений участникам во время соревнований или при установлении факта заведомо умышленного проигрыша с корыстной целью, жокей дисквалифицируется, лошадь лишается призового места. Обжалование наказания производится письменно в течение 3 суток после объявления наказаний. Результат скачки может быть обжалован в течение 2 часов после скачки. Окончательное решение принимается коллегиально, большинством голосов. Решение судейской коллегии считается окончательным и обжалованию не подлежит.